Доброй ночи, уважаемые радиослушатели. Снова с вами в эфире Дина Жанабекова и Адильхан Елемесов. И в гостях у нас старший научный сотрудник библиотеки первого президента Республики Казахстан, лидера нации Асылхан Абильжанович Нургалиев. Добрый день. Хотелось бы объявить о правилах сегодняшней игры. Мы объявляем викторину, посвященную 550-летию казахского ханства. Мы будем задавать вопросы вам, дорогие уважаемые радиослушатели. И призом сегодняшнего эфира станет участие в качестве главного героя в эфире казахского радио в следующую среду. Если вы являетесь жителем города Астаны, вы можете посетить нашу студию. Если же вы являетесь жителем другого города, мы подключим вас по телефону. Итак, Адильхан, тебе слово. Асылжан Абильжанович, добрый вечер. Асылхан Абильжанович, я извиняюсь. Как вы научный сотрудник, я, наверное, смею задать вопрос, что вы можете охарактеризовать идею и цель празднования 550-летия казахского ханства? Доброй ночи. Очень хороший вопрос. На самом деле, вот сейчас идут большие дискуссии в Казахстане насчет нашей истории. И это, наверное, естественно, потому что мы в начале нашей государственности, независимости, вышли из состава Советского Союза и начали строить свое новое государство, Казахстан. И, естественно, идет процесс трансформации. Народ приобретает новые знания, новые видения насчет своего будущего, подрастает новое поколение. И в таких процессах всегда бывает поиск того, что кто мы, куда идем, кем мы были. В этом отношении сейчас я соглашусь уже с новыми данными и новыми вот этими открытиями, что на самом деле вот 550 лет – это история ханства казахского. Это такое было политическое образование, которое было образовано нашими первыми ханами Джанибеком Кереем. Но на самом деле казахская государственность, она лежит глубоко в истории, и по разным оценкам оно больше 1000-2000 лет, потому что, вы знаете, древние города Тараз, другие наши города, они имеют тысячную историю, поэтому здесь, конечно, по времени идет несовпадение. И если углубиться, то казахское ханство явилось преемником предыдущих политических образований. И на сегодняшний день мы имеем свою республику Казахстан. Это вот, например, республика Казахстан – это преемница казахского ханства, если по истории смотреть. Поэтому я считаю, что идея празднования это и цель празднования – это воспитание нашей молодежи, прививание духа патриотизма. И главное – это именно тот поиск, который мы хотим для себя определить, откуда мы идем, как мы произошли и какое будущее мы хотели построить. Потому что это все взаимосвязано. В свое время алашардинцы, они тоже искали свои корни. Они приходили к выводу, что и до казахского ханства казахский народ имел очень глубокую историю. Вот, когда я к вам сейчас зашел, вы вели такую хорошую передачу насчет городов наших. Но на самом деле у нас же такая богатая, глубокая история. Например, город Баласагун. Он дал мировой истории такого человека, как Жусуп Баласагуни, который написал «Благодатное знание», книгу «Куттубалек». Она была написана в 1069 году. И что интересно, оно было опубликовано на казахском языке через 1000 лет. То есть вот эта книга, она вернулась к нам через 1000 лет. И в этой книге Баласагуни очень интересно и обширно написал вообще про идею социального устройства, общественного развития, как должны развиваться государство, каким должно быть отношение внутри общества, как люди должны соблюдать вот эти свои традиции, законы, чтить их. И вот просто удивляешься, я вот в казахском издании недавно приобрел эту книгу, и сам когда прочитал, мне было, во-первых,
приятно, и, во-вторых, я гордился тем, что на нашей земле 1000 лет тому назад люди писали такие книги, и на самом деле эта книга была очень редко издана, и имеется всего 3 копии, одна в Европе, одна в Ташкенте, и 3, по-моему, в Российской Федерации. То есть это был политический труд, да, об устройстве государственности и так далее, и нынешнее наше государство взяло за основы, да, некоторые аспекты тех трудов. Вот не только, вот, оказывается, наш народ, да, скажем, предыдущим, а вот, оказывается, народы многих стран, которые были, вот, граничили нашей долины, да, Великой, Дешт Кыпчак, да, они вот брали, оказывается, за основу вот эту книгу именно, когда строили свои государства. Там прямо в начале книги так и пишется, Баласован пишет, «Бундай кітап әлі жазылған жоқ», говорит, такую книгу еще никто не писал. И на основе этой книги многие государства появились. Поэтому в этом удивительно ничего нету. Казахская земля очень такая святая, очень такая, скажем, необычная. Например, город Фараб. Оттуда вышел Аль-Фараби, второй учитель после Аристотеля. Это весь арабский мир признал. С наших степей Миср, да, в Египет был, ну, как бы сперва продан, но потом он вырос до султана, это султан Бибарс. Вот я сам учился в Великобритании, как-то я сижу с друзьями, иностранцами в 2007 году, и один друг привел с собой араба. И я вот просто для интереса спросил, а кто такой султан Бибарс для вас? И вы представляете, он вот прямо при мне пал головой ниц и говорит, это он святой для нас. Правитель мамлюков. Правитель мамлюков. Я был вообще ошарашен, я вот, смотрел фильмы, а тут представилось так, что я спросил. Ну, арабы тоже же, конечно, все как бы разные, но, видимо, попался такой, который знает хорошо историю. И он сразу же с уважением, симпатией посмотрел на нас, на казахов. Поэтому вот здесь, когда вот задаете, вот задали хороший вопрос насчет идеи и цели вот такого, как бы, празднования 550 лет. Вот сейчас идут большие такие мероприятия в нашей стране, и это отрадно, потому что когда казахи могли так на весь мир объявить о себе и праздновать об этом, и гордиться этим, той же да, вот, что мы есть, мы сохранились. На самом деле, вот, по истории, если бы не Аблайхан, наверное, казахов так, как таковых и не было, наверное, потому что когда со всех сторон шел натиск, объединение 3 жузов, и народ, он сплотился, он понял, что будущее только в единении, и общими силами, конечно, тогда преодолели и вот, джунгаров там, и построили крепости и заложили, я считаю, вот тогда понимание того, что, образуя свое государство, казахи могут сохраниться. Спасибо большое. Ну вот мы знаем все-таки из истории Казахстана, что есть древние города, как Кемек Калган, Хоялык, Баласагун, Суяб. Все-таки какой город нужно принимать за древний, самый первый город Казахстана? Ой, это очень хороший вопрос. Я сам, например, родом из Атырау. Рядом мы, когда ездили, есть город Сарайшик. Это город, который при Семи ханах строился. Я был на этих местах, там это как вот достопримечательность наша. Но это не тот город Сарай большой, который был на Волге. Это вот где Бату, Батухан, да? Золотая Орда, центр. Но это там расстояние небольшое, и, видимо, немножко тогда отодвинули по каким-то соображениям столицу до Сарайшика. И таких примеров много. Вот сейчас наш глава государства, президент, когда был в Улутау, там была вот эта беседа его знаменитая, может, вы знаете, вот, недавно вот была опубликована в печати, по прямому эфиру тоже показывали. Вот тогда были высказаны очень хорошие мысли насчет вообще нашего будущего, как мы, Казахстан, развиваемся. Когда вот я сам учусь, я делаю докторантуру в Англии, и когда они рассматривают вот постсоветский регион, наш регион, и смотрят развитие, они говорят, вот Казахстан, он же правильно развивается. То есть идет поэтапное становление государственности. Потому что в истории та же Англия, это не
не сегодняшнее Соединенное Королевство, они вот официальное название, да, туда входят, да, туда входят помимо Англии еще Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия. Но это не та Англия, которая изначально была на острове. Там много княжеств было, между собой они тоже делились. И самое интересное, они гордятся Магна-картой. Это их первая конституция, такая вот прообраз, как вот вообще их государство должно развиваться. И оно было намного позже, чем, например, Жасахсы или Ясса, да, Чингисхана. Но они вот не делят, они считают, что это часть их истории. Вот Магна-карта, вот как бы они вот считают это вот начало вот их истории, их государственности, вот Англии, да. Но вот Англия, которая писалась тогда в Магна-карте, и сегодняшнее Соединенное Королевство, или даже вот империя их, Великобритания, когда имела империю 100-150 лет тому назад, это же совсем другие государства. Но они все это считают как-то преемственной, единой как бы вот она нация, единая страна. Вот, ну, исторически она меняется, там, названиями, границами. Поэтому в этом отношении мы тоже Казахстан. Мы наследники великих гуннов, тюрков, Золотой Орды. И вот почему-то насчет вот так немножко экскурса ушел, потому что вот, если вот даже смотреть Сарайшек, ты идешь уже в Сарай-Бату, да, вот этот город при Батухань. Батух — это внук Жоша. Вообще, да, Жучихана, сына Чингисхана. И мы, получается, автоматически приходим к Чингисхану. А Чингисхан, как он появился в степи, да, это вот обратно же он объединил тюркские племена. То есть тогда мы обратно дальше уходим тюркскими племенами в историю, да, более глубокую историю. И в этом отношении вот, как бы выявить такой самый древний город, он на самом деле непростой вопрос, потому что мы знаем, что юг Казахстана, там он даже был на шелковом пути. Да, Великий шелковый путь проходил. Да, и там образовывались постоянно такие города. Многие из них вот известные, как я упомянул, они дали даже миру великих ученых, да, людей. И поэтому я вот хотел бы сказать, что вся земля Казахстана, она такая древняя, богатая и великая. Спасибо большое за содержательную беседу, на самом деле очень интересно вас слушать. Но мы напоминаем, тем не менее, что мы работаем в прямом эфире Казахского радио. Телефон нашего эфира 553355. Звоните, дорогие радиослушатели, узнавайте и участвуйте в нашей викторине. Жұлдыз бен
Алло. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Еще раз приветствуем вас на волне казахского радио. А к нам поступил звонок. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Да, алло. Добрый день, представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Естай. Естай, очень приятно. Откуда вы нам звоните, Естай? Я звоню из нашей столицы, с города Астана. Здорово, Естай. Вы, наверное, знаете наши правила игры. У нас «Игропром» программа называется, и мы проводим викторину. Если вы выиграете нашу викторину, то вы можете получить большой шанс участвовать в следующем эфире. Да. Вы готовы? Конечно. Тогда, Дина, давай первый вопрос. К какой эпохе относятся следы первого человека, найденного на территории Казахстана? У вас есть 3 варианта ответа. Древнекаменный век, новокаменный век и среднекаменный век. Так, можно повторить еще раз? К какой эпохе относятся следы первого человека, найденного на территории Казахстана? Древнекаменный, новокаменный и среднекаменный век. Думаю, все-таки новокаменный. Вариант 2. Нет, Естай. Древнекаменный век. Хорошо, мы идем дальше. Угу. Как назывались первые племенные объединения на территории Казахстана? Варианты ответа. Внимание. Гунны, турки, саки. Думаю, это были гунны. Ай-яй-яй. Естай. К сожалению, правильный ответ – саки. Следующий вопрос. В чьих трудах имеются сведения о древних саках? Вариант ответа. Мухаммед Хайдара, Геродота, Мухаммед Кашгари. Думаю, Геродот. Геродот, совершенно верно. Естай, Геродот, правильно. У вас один правильный ответ. Идем дальше. Какое из сезонных пастбищ использовалось казахами в весеннее время? Вариант ответа. Кыстау, Кузеу, Куктеу. Весеннее время. Так, можно повторить еще раз? Какое из сезонных пастбищ использовалось казахами в весеннее время? Кыстау, Кузеу, Куктеу. Куктеу. Совершенно верно, Естай, Куктеу. Правильный ответ. Идем дальше. Естай. И последний вопрос. Алло. Да, давайте. Да. Кого из правителей саков вы знаете? Моде, Тамирис, Чиджи. Можно повторить еще раз? Какой из правителей саков вы знаете? Моде, Тамирис, Чиджи. Думаю, Тамирис. Совершенно верно. Правильный ответ. Дина? Да, спасибо вам, Естай, за участие в нашей викторине. У вас 3 правильных варианта ответа. В данный момент вы лидируете. И хотелось бы напомнить, что тема нашего эфира 550-летие казахского ханства. Естай, ваши пожелания? Что я хочу пожелать. Передаю всем привет славной южной столице Алма-Ате, своим родным и близким. Всем тем, кто сейчас, возможно, слушает нас в пути. И вроде бы все. И всем астанчанам. Спасибо вам большое за ваш звонок. Благодарим. До свидания. А тем временем мы продолжаем. Телефон студии 55 33 55. Код города Астана 717-2. Уважаемые радиослушатели, звоните. А тем временем, Адильхан, вопрос нашему уважаемому гостю. Скажите, пожалуйста, Аслхан Абильжанович, есть общая информация, общеизвестная, что историю Казахстана должны изучать и писать молодые, талантливые историки, в том числе чистые, с новыми знаниями. Как вы к этому относитесь? Такой неоднозначный вопрос, конечно. Мне кажется, что когда мы говорим насчет молодежи, наверное, мы все-таки должны иметь в виду новые подходы в написании истории. В советское время это понятное дело, что было влияние идеологическое, что мы должны были представлять собой единый советский народ, поэтому как такового изменений не должно было быть или отличий между разными народами, поэтому в какой-то степени история искажалась. А вот теперь, когда мы имеем свое независимое государство, и мы хотим построить сильный Казахстан, мы, конечно, должны изучать историю с новым подходом, с новыми знаниями. И это благодаря государственной политике воплощается, так как, если вы знаете, была программа, она и продолжается,
Мадини Мура, там с других стран, из других источников, библиотек со всего мира привозятся книги, рукописи, факты насчет нашей истории Казахстана, и многие из них сейчас сегодня публикуются. Что отрадно, это сегодня в книжных магазинах Казахстана, я вот часто сам когда хожу, вижу молодежь, она прямо читает, интересуется, и много вот этой новой литературы относительно Казахстана. Вот, например, сейчас такие интересные книги выходят, как фотоальбом, и там прямо в картинках показываются новые новым изображением, новом качестве древние там письма наших ханов другим государствам, их как бы принадлежности, там тамги, печати личные, это вот в форме кольца, да, и вот многое новое, то, что мы раньше не знали. Более того, вот в Астане, вы знаете сами, открылся новый национальный музей. Библиотека первого президента, где я работаю, идет вот активная работа по продвижению массы нашей истории, наших ценностей, идеи государственности. Например, сам независимый Казахстан, он уже за эти годы состоялся. А в этом году мы отмечаем свою юбилей нашего Конституции, 20 лет. Да. 550 лет казахского ханства. Это все вот такие даты, которые говорят о том, что хоть за небольшой промежуток времени, но мы восстанавливаем, даже, можно так сказать, мы восстанавливаем память народа, нации. И вот эти источники, они очень помогают, потому что когда ты не знаешь дополнительной информации, очень трудно судить, что было тогда, и представить себе. История же, она очень интересная, потому что вот сейчас очень много историков, они вот предлагают свои варианты видения развития, да, Казахстана. А вот когда источников становится очень много, и вот во время обучения, учебы нас тоже учили. Вот, например, когда много идет вариантов совпадений, значит, этот вариант наиболее правдивый. Поэтому, отталкиваясь от того, что мы имели, и уже рассматривая то, что мы имеем, приобретаем, конечно, вот эти новые факты, они дают новые знания, абсолютно новые знания, новое видение истории Казахстана. Но тем не менее, у нас есть звонок, Дина. Да, тем нам подсказывает. Сообщают. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Ой, меня зовут Жанара. Жанара, очень приятно. Жанара, вы знаете о правилах игры, да? Нет. У нас программа называется «Игра Пром», мы участвуем в викторине. Я вам задам сейчас 5 вопросов. Если вы ответите на все вопросы правильно, то вы имеете право участвовать на нашем следующем эфире. Хочу поправить тебя, Адильхан, не на все вопросы правильно, а лидирующее количество. По крайней мере, у нас сейчас есть ведущий игрок, который ответил на 3 вопроса. Если вы ответите на 4... У вас есть 10 секунд. Продолжаем. Кто автор поэмы «Кудатгу Белик»? Махмуд Кашгари, Аль-Фараби, Юсуф Баласагуни? Баласагуни. Правильно, совершенно верно. Далее, кем был Коркут? Знаменитым ученым Востока, знаменитым Жирау, одаренным композитором, основателем религии ислам. Кем был Коркут? Знаменитым ученым Востока, знаменитым Жирау, одаренным композитором, основателем религии ислам. Композитором. Совершенно верно, композитором. Далее, как называется сборник произведения Ахмеда Яссави? Кудатгу Белик, Дивани Хикмат, Тарихи Рашиди. Второй вариант. Совершенно верно, Дивани Хикмат. Далее, где находится мавзолей Ходжа Ахмед Яссави? В Отраре, в Таразе, в Туркестане. Туркестане. Совершенно верно, Туркестан. Далее, какой язык был главным языком в Золотой Орде? Чагатайский язык, огузский язык, кипчакский язык. Кипчакский. И правильно. Правильный ответ. Буквально последний вопрос. Причина ослабления Ак-Орды. Быстрее. Борьба с Золотой Ордой, походы калмыков, походы Тамерлана. Первый. Нет, неправильно. Нет.
Но, тем не менее, вы ответили нам на 5 вопросов правильно, и вы занимаете лидирующее положение. Да, вы занимаете лидирующие позиции, и, возможно, вы станете героиней нашего следующего эфира. Жанара, будьте на волне, спасибо вам большое. До свидания. Ну а мы продолжаем, дорогие друзья, мы находимся в прямом эфире Казанского радио, телефон эфира 553355. В нашей викторине участвуйте и будьте в курсе всех событий. А тем не менее, мы продолжаем нашу тему 550-летия Казахского ханства. Уважаемый Асылхан Амиржанович, продолжим нашу беседу. На чем мы остановились? Ну, мы рассказывали насчет изучения новых подходов в изучении нашей истории. Вот сейчас идет викторина, и я вот смотрю, наша молодежь 11:30 ночи, да, звонят и интересуются. Это вот еще раз подтверждает то, что мы на правильном пути. Историю надо изучать, ее надо распространять в массы. То есть наше население должно понять, какую мы имеем богатую историю. Вот, знаете, вот я иногда задумываюсь, вот у меня исследования были насчет государственности, да, вот, государственного строя. И вот когда мы говорим, что иногда восприятие такое есть, что 3 жуза, когда казахи делились, это плохо, это приводило вот к трайбализму, да, вот народ как бы на 3 орды даже как бы могло как бы разделиться. Но на самом деле сейчас, когда изучаешь мировую историю и историю государственности других стран, то приходишь к выводу, что ведь современное государство, музыка, да, кстати, сильная. Да, продолжайте. Я имею в виду, что когда смотришь другие истории, современная вот государственная модель, она состоит из 3 ветвей власти. То есть исполнительная, судебная и законодательная. В этом отношении наши предки, когда основали Казахское ханство, они вот 3 жуза представляли как вот 3 ветви власти, я сейчас понимаю, потому что это в их тогда представлении, когда ханство построили. Интересная точка зрения. Да, вот я вот тоже думаю, почему на 3 жуза разделили, потому что там есть исторические данные, что 90 лет казахи долго определялись, какой род, куда, какой жуз определить. Например, вот эти племена наши, они вот долго ходили. Им было комфортно в среднем жузе, комфортно в оло-жузе, да, в старшем жузе и младшем жузе. Но почему-то они потом окончательно как-то вот так распределились на 3 части. Это, во-первых, было в целях того, чтобы объять большую территорию и управлять ее эффективно. Потому что мы же были кочевниками, а территория очень большая была. Это сегодня мы имеем 9-ю территорию в мире. А тогда, я думаю, намного она гораздо больше была. И вот тогда суд, ведь судебная ветвь это была бий, а вот 3 жуза это были исполнительная власть, а законодательная власть была это вот у центрального хана, единого хана 3 жузов. И вот 3 жуза, они на местах исполняли вот эту исполнительную власть. То есть своего рода казахское ханство тогда уже закладывало основу государственности. То есть вот ту модель примерно... Сейчас, да? Мы преемники казахского ханства, и мы смогли на базе того ханства сегодня есть Республика Казахстан. То есть основа-то была заложена тогда и еще раньше. То есть это вот в их представлении наших предков тогда они вот видели таким образом. Возможно, в тех ситуациях так и нужно было сделать. Например, в истории есть то, что Алаш-Орда, когда наша интеллигенция, она вот уже была просвещенная, они предлагали такие современные... Это 20 век. Это 20 век, да. Например, суд присяжных в судебной системе. Это в Российской Федерации, Российской империи это была первая инициатива. То есть это алашардинцы подняли. Письменность, да, она была вот на латинице. Вот, тоже вот такие прогрессивные мысли тогда уже были, и это, видимо, отвечало тогдашним условиям развития. Сегодня мы, имея независимое государство, Казахстан в глобальном мире, мы, конечно, должны быть намного как бы прогрессивнее, и радует то, что наши предки заложили нам хорошую основу. Они дали вот эти 9-ю территорию в мире и полную ископаемых, да, богатую территорию, минералами, полезными ископаемыми. И поэтому мы только имеем большие плюсы от наших предков.
А тем временем мне сообщают, что к нам поступил звонок. Алло, здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Алло, здравствуйте. Добрый вечер, как вас зовут? Меня Мирике зовут. Здравствуйте. Вы желаете сыграть с нами в викторину? Алло. Да, желаю. Да. Или вопрос? Адильхан? Но если вы знаете правила игры, программа наша называется «Игропром», и вы участвуете в викторине. У вас 10 секунд, и вы должны правильно ответить на все вопросы. Если вы ответите на все правильные ответы, то вы имеете возможность участвовать в нашей следующей программе. Вы готовы, Мирике? Да, готова. Так, приступаем. Дина, засекай. Поехали. Какие племена входили в младший жуз? Найман, Арган, Кыпшак, Дулат, Каракисек, Адай, Жабагайлы. Каракисек. Совершенно верно, Каракисек. Далее, какие племена входили в средний жуз? Первый, Найман, Кыпшак, Арган, Жабагайлы, Чумикей, Карасек. Найман, Кыпшак, Арган. Правильный ответ. Поехали дальше. Какие племена входили в старший жуз? Табын, Адай, Алшын, Найман, Кирей, Тама, Дулат, Албан, Жалаир. Дулат, Жалаир. Совершенно верно. Вам подсказывает, Мирике? Нет. Тогда поехали дальше. Какие ханы основали Казахское ханство? Абулхаир, Барак, Есенбуга, Махмуд, Кирей и Жаныбек. Кирей, Жаныбек. Совершенно верно, Кирей и Жаныбек. Поехали дальше. Когда образовалось Казахское ханство? В конце 15 века, в начале 14 века и в середине 15 века? В конце 15-го. Один неправильный ответ в середине 15 века Америки. Поехали дальше. Что такое жеті жарга? А вариант – религиозный закон казахов. Б вариант – законы Чингисхана. И С вариант – обычное право казахов в 18 веке. Последние 2 секунды, Америки. Талке-хан, я знаю то, что 7 ступеней вроде как. Правильно. Это религиозные законы казахов. Ой, обычное право казахов. К сожалению, время вышло. Дина, сколько правильных ответов? Так, по моим подсчетам, у нас 4 правильных ответа. Мы запишем ваш номер. Спасибо вам за звонок. А тем временем музыка. Оставайтесь с нами. Şükür жаратқан Алла, азат елміз көк туы қолда, алға баста асқақта елім, ел басымыз таңдаған жолда, дәстүр құрып оралды салты, өшкен жанып қуанды қалқы. Елбасымыз бүкіл әлемге қазағымның асырды даңқы. Жаса қазағым, жаса мұраға, алға баста еліңді, алға мұраға. Елбасыма, халқыма, барша жұртыма, жар бола гөр жаратқан Алла. Жаса қазағым, жаса мұраға, алға баста еліңді, алға мұраға. Елбасыма, халқыма, барша жұртыма, жар бола гөр жаратқан Алла. Тұғырына қыраным қонған, ел бірлігі тұмары болған, жарылыстың өшірді үнін, бейбітшілік ұраны болған. Байтақ жер бар еншілеп алған, бабалардан мұраға қалған. Ағордан бар арқа төрінде, астанан бар нұрағам салған. Жаса қазағым, жаса мұраға, алға баста еліңді, алға мұраға. Елбасыма, халқыма, барша жұртыма, жар бола гөр жаратқан Алла. Жаса қазағым, жаса мұраға, алға баста еліңді, алға мұраға.
барша жұртыма. Жар бола гөр жаратқан Алла. Мекен құшағын ашқан, нұрлы көшке шашуын шашқан, орындалды аңсаған арман, ата бабам ғасырлап тосқан. Бірлігіңе бекем болсақта, білімізде аянба шатпа. Тіліңді сүй, отаныңды сүй, жаһандану осы бір шақта. Жаса, жаса қазағым, жаса мұраға, алға баста еліңді, алған мұраға. Елбасыма, халқыма, барша жұртыма, жар бола гөр жаратқан Алла. Жаса, жаса қазағым, жаса мұраға, алға баста еліңді, алған мұраға. Елбасыма, халқыма, барша жұртыма, жар бола гөр жаратқан Алла. Жаса, жаса қазағым, жаса мұраға, алға баста еліңді, алған мұраға. Елбасыма, халқыма, барша жұртыма, жар бола гөр жаратқан Алла. Вечер добрый, уважаемые дорогие радиослушатели. Эфир Казахского радио продолжает свою работу. Телефон нашего эфира 553355. Звоните, дорогие радиослушатели. Мне сообщают, что уже есть звонок. Алло. Алло, добрый вечер. Добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста. Едильхан. Едильхан, очень приятно. Вы знаете, да, правила игры? Да. Тогда поехали. У вас есть 10 секунд, и я задаю вопросы, и наибольший, который правильный ответ, вы, получается, будете следующим в эфире. Хорошо. Готовы? Да. Укажите свадебный головной убор девушки. А. Жаулык. Б. Күндік. С. Сәукеле. Сәукеле. Совершенно верно. Далее. Какой целебный напиток изготавливали из верблюжьего молока? А. Айран. Б. Қатық. С. Шубат. Шубат. Совершенно верно. Поехали дальше. Какой подарок матери невесты делал жених? А. Қалым. Б. Сүтақа. С. Тоймал. Сүтақа. Сүтақа, совершенно верно. Кочевники-скотоводы верили в то, что у каждого вида скота есть свой хранитель. Укажите хранители коровы. А. Шопаната. Б. Зингабаба. С. Камбарата. Камбарата. Один неправильный ответ. Зингабаба. Поехали дальше. Среди казахов сохранился обычай, когда злой дух изгоняют огнем. Укажите его. А. Орын. Б. Қалындық ойнау. С. Отпен аластау. Совершенно верно. И последний вопрос. Буквально выделите из перечисленных дастанов, относящихся к героическому эпосу. Ер Қосай, Қыз жібек, Қозы көрпеш баян сұлу. Ер Қосай. Ер Қосай, совершенно верно. Дина, сколько правильных ответов? У нас 5 правильных ответов. Адильхан. Совершенно верно. Ваши пожелания? Пожелания всему казахскому миру, согласия. И чтоб Казахстан процветал. Спасибо большое, будьте на волне. В конце эфира мы определим, кто выиграл. Тем не менее, мы продолжим нашу беседу. Хотелось бы напомнить, что у нас в гостях старший научный сотрудник библиотеки первого президента Республики Казахстан, лидера наций Асылхан Абильжанович Нургалиев. В сегодняшнем эфире мы упомянули очень много городов Казахстана, древнейших. Среди них Тарас, Тауран, Сыгнак и Баласагун, очень много городов, но тем не менее не стоит забывать о столице нашего государства, городе Астана, из которой мы вещаем. Что бы вы могли сказать по этому поводу? С обретением независимости в 21 веке только, наверное, Казахстан объявил новую столицу и построил буквально на обширной степи новую столицу, Астану. Она с каждым годом преображается. И что радует,
перенос столицы в центр страны имеет такое стратегическое значение, так как, конечно, географически и для целостности страны, и для ее гармоничного такого развития очень важно иметь столицу именно в центре государства. И эта история показывает, во многих странах в свое время столицы были в центре, чтобы все туда как бы ехали, стекались со всей окраины. А если посмотреть на свою историю Казахского ханства, то, оказывается, в течение 50 лет ставка Аблай-хана был в местностях Бурабая. И там поэтому есть площадка Аблай-хана. А Улутау, которая в Карагандинской области, это было местом для объединения, сбора всех казахов. То есть с запада, юга, востока, севера казахи ехали. И здесь там такая местность, что все такие решения принимались таким общим, таким, скажем, согласием. Все роды, все жузы участвовали. И здесь, в моем понимании, вырабатывался такое общее понимание казахов, даже закладывалась культура, традиция казахского народа, когда они в сплочении, в единстве определяли судьбу страны дальнейшую. Сегодня уже мы, конечно, видим, что эти исторические данные все это подтверждают. Казахи, когда приезжали, они там и сватались, и же там проходили тои большие. То есть племена между собой общались, большие там джайлау были, и народ перемешивался в какой-то степени. И это говорило о том, что поддерживался такой единый дух народа. Сегодня эту роль выполняет Астана. Являясь в центре государства, мы здесь видим представителей всех регионов Казахстана. И я сам, например, когда приехал в Астану, первое время, конечно, было непривычно, но со временем обретаешь друзей, появляются коллеги, потом и родственники уже подтягиваются, и этот город становится тебе родным. И так, я думаю, судьбы многих астанчан, казахстанцев закладывается в этой стране, в этом городе. Наши исторические данные говорят о том, что наши предки тоже ставку, оказывается, делали, столицу делали в этих регионах, в этих местностях. Поэтому это, наверное, закономерно, что когда глава государства в 1994 году у него он выдвинул эту идею, и в день своего рождения он перенес столицу. На парламенте проголосовали, поддержали идею президента. В 1997 году это уже официальный переезд был. В 1998 году уже переименовали в Астану. Поэтому это не короткое такое время, и очень удивляет то, что наш народ поверил, что так нужно. И сегодня, я думаю, Астана, она уже показывает, что в свое время решение было принято очень верное, и сегодня в Астане есть куда расти. Это только строящийся город, и все возможные новые идеи, мысли и видения в этом городе реализуемы. Оно растет, и пусть растет, и мы будем этому рады. А с исторической точки зрения, я думаю, новое государство и закладка новой столицы этого государства, это очень правильно. И, наверное, как-то так должно было быть. Стоит упомянуть, что по плану нации, выдвинутых президентом Республики Казахстан, лидером нации Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым, 100 конкретных шагов, Астана в ближайшее время планируется
планируется сделать из Астаны огромный финансовый центр наподобие Дубая, города в Объединенных Арабских Эмиратов. Далее, продолжая нашу тему 550-летия казахского ханства, хотелось бы, чтобы вы, уважаемые радиослушатели, позвонили к нам в прямой эфир по телефону 55 33 55, код города Астана 717-2. Звоните, участвуйте в нашей викторине. Тем временем напоминаем, что в гостях у нас старший научный сотрудник библиотеки первого президента Республики Казахстан, лидера нации Асылхан Абильжанович Нургалиев. Продолжим нашу тему. Как вы праздновали, вот лично вы как праздновали это 550-летие для себя? Ну, я так понял, праздники только впереди. Уже на главной площади, теперь, скажем, в Астане ставятся юрты. Да. Население города готовится, ждет джума, пятницу, потому что с этого дня начинается празднование 550 лет. Приезжают, кстати, как я вот недавно прочел, лидеры всех тюркоязычных стран в Астану, да, и будут праздновать. В этом отношении мне вот интересно, вот я как-то вот недавно смотрел одну книгу, написал его Низами аль-Мульк, это сельджукский автор. В XI веке это государство было, и книга называется «Книга в правлении». И в этой книге интересна такая мысль, для себя подчеркнул. Низами говорит, что вообще тюрки, они преуспели в государственном строительстве, и они, в принципе, прогрессивно управляют государством. И эта книга как родилась? Правитель сельджукского государства Арслан, он попросил написать такую книгу, которая рассказала бы о тех успехах, которые имеют другие государства, но пока не имело сельджукское государство. Он сказал, мы хотим перенять самое лучшее в мире. Вот тогда. Сегодня мы, например, если говорим, когда строим Астану, хотим превратить его в второй Дубай, да, или вот Казахстан, возможно, станет следующим Сингапуром. То есть это тоже вот такой поиск наилучших примеров в мире, да. И вот интересный факт, что в той книге тогда было написано, что тюркоязычные народы, они вот как-то вот удачнее, прогрессивнее строят государство. И сегодня, когда к 550-летию приезжают лидеры именно тюркоязычных стран, Казахстан, тоже это отрадно, потому что, вот видите, история, общая история, вот эти корни, как бы связи невозможно как бы прекратить или, да, отделить. И даже с исторической точки зрения вот эти народы наши, они друг к другу тянутся. И это вот отрадно. То есть тюркоязычное государство, имея вот общий корень там тюркских племен, да, в свое время, сегодня уже в современное время, имея собственное государство, приезжают и поздравляют государственность, независимость, историю таких братских народов. И это, на самом деле, я считаю, что в наше время это достижение Казахстана. И вот эта политика, которую проводит глава государства, она вот очень правильно укрепляет наше государство. Дорогие друзья, у нас есть звонок. Нам сообщают, что есть звонок. Алло. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Асель. Аселя, очень приятно. Вы знаете правила игры, да? Да. Вы готовы? Да. Поехали. Укажите музыкальный инструмент, сделанный из камыша и дерева, на котором играли казахские музыканты. А вариант домбра, Б вариант кобыз, С вариант свирель. Алло. Кобыз. Неправильный ответ, свирель. Ой, домбра. Поехали. Автор песен Балхадиша, Манмангер, Кулагер. А. Біржан Сал, Б. Ақан Сері, С. Жаяу Муса. Аселя, вы на связи? Можно повторить вариант? Автор песни Балхадиша, Манмангер, Кулагер. А вариант Біржан Сал, Б вариант Ақан Сері, С вариант Жаяу Муса. Ақан Сері. Совершенно верно. Поехали дальше. Кто был отцом Чингисхана? А вариант богатый Найон Исугай Бугатур. Б вариант потомственный военный полководец. С вариант воин Нукер Чамуха. Б вариант.
Неправильный ответ. Богатый Наён Есебугай Батур. Поехали дальше. В чем выражалось внимание писателя Достоевского, сосланного в Семипалатинск к истории этого края? А вариант. Записывал песни ЭКЮИ народа. Б вариант. Собирал археологические памятники. С вариант. Изучал флору и фауну края. С, да? С вариант. Неправильный ответ. И у вас буквально последний вопрос остается, Аселя. Какую поэму записал Александр Сергеевич Пушкин, будучи в Уральске? А вариант. Кобаланды. Б вариант. Ертарган. С вариант. Козы Курпеш Баян Сулу. С. Совершенно верно. Козы Курпеш Баян Сулу. Оставайтесь на линии, Аселя, мы с вами свяжемся. Тем временем хотелось бы, уже наша программа подходит к концу, хотелось бы поблагодарить всех наших радиослушателей, которые активно звонили и участвовали в нашей викторине. Уважаемый Асылхан Абильжанович, может быть, подытожим тему нашего эфира? Давайте. Что бы напоследок вы хотели сказать? Ну, напоследок хочется сказать, что 550 лет – это этап становления казахского народа, его развития. 550 лет ханства мы должны отмечать, мы должны гордиться. Это наша история. Наша история говорит о том, что кто мы, и это определяет нашу, как бы, сущность, да, наш быт, нашу культуру, традицию. Вообще, вот, когда хорошо знаешь свою историю, там, культуру, и сам себя человек чувствует богаче, потому что даже смотря какие у нас музыкальные произведения, да, вот, инструменты, образ жизни наших предков, это же все говорило о том, что народ имеет очень богатую культуру, традицию. Поэтому... Скажите, пожалуйста, кто победил в конце? По-моему, это Идильхан был. Почему вы так считаете? Ну, он, по-моему, больше всех ответил. И, ну, конечно, вот подытожу, хочу сказать, чтобы наша страна процветала, Казахстан мәңгі болсын, мәңгі жасасын, вот, и вот патриотический акт есть, мәңгілік ел, да, вот, мы все стремимся. Хочется жить в стране, которая процветает, динамично развивается, чтит свою историю, молодежь патриотична, которая единая, несмотря на то, что с какого-то региона, там, или вот мы упомянули, да, Жузы, это все части нашей истории, нашей самобытности, поэтому от ничего так отрекаться нельзя, но пусть все будет еще лучше. Спасибо вам большое, Асылхан Абильжанович, за ваше выступление. Мы напоминаем, что это была программа «Игропром». В студии были Дина Жанабекова и Адильхан Елемесов, и автор проекта Едиль Аныкбай. И победитель у нас Едильхан. Поздравляем! Спасибо за внимание, до свидания. Всего доброго! Söyleşe көрсетіп көпке өнерді қызыл тілім жел сөзге туғаннан ақ шеберді кім тыңдайды сөзіңді болмаса әсем мәнерлі басы пұлды болады болса жігіт өнерлі дүниедегі жандының бір артық бірі төменді алма мойымаз бедеу қолмар жігіт мінеді Қара жал құлан ақшылар су тұнығын бәреді
мәнерле басы пұлды болады болса жігіт өнерлі дүниедегі жандының бір артық бірі төменді алма мойын аз бедеу қомар жігіт мінеді радиосы қазақтың үнісің сен қазағымның әуе толқынында қазақ